Интервью в эфире «Радио Крым. Реалии». Ну что ж, наш крымский вечер на радио Крым Реалии продолжается. Я напомню вам, что вы можете смотреть наш эфир на страничках Facebook и YouTube, а также присоединиться к нам по телефону 8 810 06 926. Это для жителей Крыма. А жители материковой Украины могут звонить к нам в эфир по телефону 044 490 31 18. Сегодняшняя тема, о которой мы будем говорить, касается гражданских журналистов, которые работают в Крыму. 16 июля в Северо-Кавказском окружном военном суде Ростова-на-Дону по делу крымско-татарского гражданского журналиста Наримана Мемедиминова были допрошены двое сотрудников Крымского управления ФСБ России. Напомним, что 24 июня Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приступил к рассмотрению по существу дела крымско-татарского блогера Наримана Мемедиминова, которого в России обвиняют в пропаганде терроризма с использованием сети интернет. Более подробно об этом деле мы поговорим с нашими гостями. У нас первым нашим гостем мы хотели бы услышать крымского адвоката Эдема Семедляева. Так, например, в комментарии к Крым Реалиям Эдем Семедляев рассказал подробности допроса двух сотрудников ФСБ. Он сообщил, что согласно данным, которые сотрудники ФСБ озвучили в суде Ростове-на-Дону, они утверждают, что в их поле зрения Нариман попал попал еще задолго до представления ему обвинения в распространении пропаганды терроризма, что в частности речь шла о том, что так, например, сотрудник ФСБ Александр Кожемяков заявил, что в ходе допроса, что Мемедиминова якобы собирал возле здания судов сторонников организации Хизбут Тахрир, пытался препятствовать правосудию, поэтому сотрудники ФСБ присматривались к нему с самого того момента, когда он начал транслировать заседания судов, собравшихся под этим заседанием судов. Я напомню вам, что Нариман Мемедиминов был задержан, это не первое его уголовное дело. В 11 февраля 2016 года в его доме состоялся обыск, следующий обыск состоялся 23 марта 2018 года. В обоих случаях речь шла о профессиональной деятельности Наримана. Он занимался тем, что посещал судебные заседания, он приходил на обыски, которые происходили в домах его соотечественников, и просто показывал то, что происходит на улице. Но, тем не менее, в оккупационный суд в 2017 году, 13 мая 2017 года, 13 июля 2017 года Бахчисарайский районный суд привлек Наримана к административной ответственности за якобы участие в несанкционированном митинге. Хотя на самом деле речь шла о том, что 13 апреля 2017 года Нариман возле дома Сейдамета Мустафаева транслировал обыск и собрание и людей, соседей, которые просто пришли поддержать Сейдамета. Тем не менее, суд воспринял видеосъемку как доказательство и посчитал Наримана виновным в участии в этом несанкционированном митинге, оштрафовал его на 10 тысяч рублей. Следующее задержание произошло уже после обыска в доме 23 марта, когда сотрудники Мемедиминова, когда в дом Мемедиминова ворвались российские силовики, по словам его жены Лимары Мемедиминовой, все это сопровождалось нецензурной бранью, выбиванием дверей. В итоге, как это ни странно, Мемедиминов был задержан за два ролика, которые, и это очень интересно, были размещены им на его персональной странице в Ютубе в 2013-2014 году, то есть до юрисдикции Российской Федерации. Но, как ни странно, ФСБ посчитала, что эти ролики являются доказательством пропаганды терроризма
с использованием сети интернет. Ну, вот более подробно мы об этом будем говорить с нашими гостями. У нас на связи Эдем Семедляев, крымский адвокат. Здравствуйте, Эдем. Да, здравствуйте. Вот по информации, которая уже есть в СМИ, на допросе в суде в Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ сообщили, что Нариман попал в их поле зрения после того, как начал посещать суды. А в обвинении в этот же момент говорится о том, что он обвиняется в распространении 2 роликов в 2013 и 2014 году. Один из этих роликов был анонсом мероприятия, которое так и не состоялось. И вот здесь возникает вопрос, что, на ваш взгляд, является настоящей причиной уголовного преследования Наримана Мемедиминова? Ну, основной причиной, почему в отношении Наримана Мемедиминова было возбуждено уголовное дело, так считает и Нариман, так считает и защита, является, конечно же, его активная гражданская позиция, его деятельность, а именно Нариман Мемедиминов является гражданским журналистом, блогером, стримером. То есть он один из первых, кто не побоялся и начал приходить на суды в отношении крымских татар, освещать данные события, то есть показывать процессы и говорить об этом. Конечно же, на тот момент, это 14-15 год, для спецслужб это очень было болезненно, так как у них стояла задача зачистить все информационное поле в Крыму, что они успешно и делали, когда они проводили обыски у профессиональных журналистов, которые пытались еще в то время писать правду, происходящую в Крыму. А тут начали появляться гражданские журналисты, которые также писали, освещали все эти события. И только из-за этого, я считаю, нашли вот эту зацепку, состряпали вот это уголовное дело, по которому сейчас его обвиняют. 28 июня появилось сообщение, что Нариман был переведен из общей камеры ростовского СИЗО номер 1 в спецблок. Журналист Тарас Ибрагимов по этому поводу написал, и он обратил внимание, что уже во время этапа из Симферополя в Ростов Нариман уже 10 дней отбывал в спецблоке Краснодарского СИЗО, а до этого в начале года более месяца в спецблоке СИЗО Симферополя. И вот по словам Тараса Ибрагимова, спецблок – это такая заморозка, где человек оказывается в полной изоляции. И вот на ваш взгляд, почему Мемедиминов исчез во время этапа в Ростов? Действительно, во время этапа из Симферополя в Ростов мы практически на дней 10 потеряли из вида Наримана. Мы не знали, где он находится, в каком состоянии, каково состояние его здоровья. Мы делали ряд запросов, на которые до настоящего момента не пришло никаких ответов, то есть где находится Нариман Мемедиминов. Это очень опасный момент, когда человека переводят из одного следственного изолятора в другой, так как уже тот следственный изолятор, в котором он находился, за него не отвечает, а тот еще не отвечает за его жизнь и здоровье. И вот если происходят в этот момент какие-то нарушения законных прав и свобод гражданина, то очень тяжело впоследствии доказывать, кто и где причинил какой-то вред гражданину. Поэтому мы на тот момент и подключали средства массовой информации, говорили везде о том, что мы опасаемся за жизнь и здоровье Наримана. Ну, слава богу, он нашелся. Его этапировали в следственный изолятор города Ростова-на-Дону, где первое время он находился в общей камере, и после этого был переведен в спецблок. Почему его держат в спецблоке, я думаю, это всем должно быть ясно, потому что Нариман Мемедиминов активно ведет свою защиту, он не согласился с тем обвинением, которое ему навязали, а именно вот эту статью террористической направленности, как публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, либо публичное оправдание терроризма. Он активно защищается в суде, не согласен с этим. Лишь только с этим и связан перевод его
в спецблок. Спасибо, спасибо большое, Эдем. С нами на связи был Эдем Смедляев, крымский адвокат, а мы уже готовы включить наш эфир Лимару Мемедиминову, жену, супругу Наримана Мемедиминова. Здравствуйте, Лимара. Здравствуйте. Первый вопрос к вам об обыске, который прошел в вашем доме 23 марта 2018 года, когда сотрудники, когда силовики пришли в ваш дом, и после этого произошло задержание Наримана, потом суд. Вопрос, вот первый вопрос, как вели себя силовики в момент обыска? Ну, конечно, вели себя очень грубо, потому что они, получается, перелезли через ворота и сразу начали выламывать дверь. Ну, не было ни стука, ничего, сразу начали выламывать дверь. Тут же, там, за пару секунд Нариман вышел, и я за ним, и открылась дверь, и уже он лежал на полу. То есть его положили лицом там к полу, сразу одели на него наручники. 2 сотрудника там сидело на нем, держали его. И также, конечно, не было возможности ни позвонить адвокату, ничего абсолютно. А как не было ли попыток подбросить вам что-нибудь вот в момент обыска? Очень часто говорят о подобной практике. При втором нет. Вот когда у нас был в 2016 году обыск, тогда Это 11 февраля. тогда А что было? 11 февраля, но сотрудники вели себя очень так культурно, они постучали к нам не в дверь, даже а в ворота там. И в тот момент, тогда вот произошел такой инцидент, что была попытка подбросить книги. Тогда Нариман увели там в кухню, а мне сказали детей переложить в другую комнату. И, соответственно, я когда пошла, я все время следила, так как знаю, что такое возможно. И в тот момент, конечно, я увидела это, и тут же начала, кричать, что вы делаете. Но тогда быстренько это все так урегулировали они, что как будто ничего и не было. Лимара, Сама попытка была, но в итоге они, конечно, не получилось. Не получилось. Лимар, по словам адвоката Эдема Семедляева, в момент дачи показаний в суде сотрудники ФСБ утверждают, что Нариман попал в их поле зрения после того, как начал посещать суды, в частности, по севастопольскому делу Хизбут Тахрир. И якобы, как утверждают силовики, они проводили с ним некую беседу, предостерегали его еще до ареста, чтобы он не участвовал, но он не послушал силовиков. Вот ощущали ли вы слежку за собой? Такую, чтобы сказать, прям слежку, мы все понимаем, что находимся под таким вот наблюдением. Тем более, если ты активист, если ты, как гражданский журналист, который освещаешь события в Крыму, ты уже понимаешь, что ты постоянно находишься в поле зрения. А вот эти предупреждения, они были? Разговоры предварительные? Предупреждения, чтобы сказать, что якобы была какая-то беседа, такого не было. Но вот можно считать, знаете, вот официальными предупреждениями можно считать обыск в 2016 году, который проводили. Также это у него, получается, там несколько месяцев спустя было административное правонарушение, когда он проходил обыск в Бахчисарае, и Нариман просто присутствовал там и наблюдал за тем, что происходит. И тут же у него было административное правонарушение, якобы там несанкционированный митинг какой-то устроили. И, конечно, это таких вот 2 случая, когда это, мы расценим как предупреждение. И уже в 2018 году его уже арестовали. Ленар, вот еще один вопрос. 12 февраля 2019 года у Наримана подтвердился диагноз, который требовал срочного лечения и даже хирургической операции. Операция была назначена на 14 марта, но она не состоялась, поскольку именно в этот день были 2 заседания. Тогда же уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обращалась к омбудсмену российскому Татьяне Москальковой с просьбой немедленно принять меры. Была ли оказана Нариману медицинская помощь, прошла ли операция, как в плане здоровья сейчас? Да, действительно, 14 марта была назначена операция. Мы ее очень долго ждали, так как
Наримана проблемы начались еще в декабре месяце. И, конечно, мы очень сильно надеялись, что в этот день будет сделана ему операция, так как состояние здоровья постоянно ухудшалось. И 14 марта нам сказали о том, что назначено 2 судебных заседания. Одно заседание он отсидел, а второго заседания он написал ходатайство о том, что отказывается присутствовать, так как ему должны сделать операцию. Но после того его увезли обратно в СИЗО. Мы его ждали в больнице, нам сказали, его не привезли, его увезли в СИЗО. После того, конечно, спасибо огромное всем тем людям, которые помогли, которые делали все возможное для того, чтобы ускорить этот процесс. И уже 29 марта ему была сделана операция. Как он И, себя конечно, сейчас после чувствует? операции он находился какое-то время, достаточно долго в больнице, 2 недели почти, так как очень тяжело заживала рана послеоперационная. И уже, когда его назад забрали в СИЗО, в СИЗО, конечно, никто даже не спросил ни как ты, ни состояние здоровья, не осмотрели, что там у него, какая рана, ничего абсолютно. И он все это время делал перевязки там, принимал те лекарства, которые ему назначил врач в больнице самой, и перевязки делал сам. Но на данный момент, слава богу, все прошло, уже все нормально. Спасибо. Спасибо, Лимара. У нас на связи была Лимара Мемедиминова, жена арестованного Наримана Мемедиминова. А мы уже готовы включить в эфир нашу следующую гостью. С нами на связи Александра Крыленкова, координатор Российского полевого правозащитного центра в Крыму. Здравствуйте, Александра. Здравствуйте. Выступая в суде, Мемедиминов заявлял, что следствие отказывается признавать его гражданином Украины. В частности, он говорил о том, что когда его задерживали, он видел о том, что в анкетных данных было написано, что он гражданин Украины. Следователь не захотел это писать, он лишь отметил в иных данных наличие украинского паспорта. Однако сейчас, по его словам, когда он получил обвинительное заключение, нигде не указывается, что он гражданин Украины, что у него есть украинский паспорт, не говорится, что он крымский татарин. Более того, звучит формулировка осужден уроженец Узбекистана. Вот на ваш взгляд, для чего следствие и суд пытаются умолчать украинскую принадлежность Наримана Мемедиминова и его крымско-татарское этническое происхождение? Тут, очевидно, есть две вещи. Одна – это техническая. Наличие у человека иностранного гражданства подразумевает, что он имеет право на консула, например, на визиты консула, что он имеет право подавать на возможность отбывания наказания на родине и многие другие вещи. То есть у иностранных граждан есть специфические права. И это техническая сторона дела, которая, если не указывает украинское гражданство, то, соответственно, человек всех этих прав не имеет, и намного меньше проблем у следователя, у суда и так далее. Это одна сторона. Вторая сторона, конечно, политическая, потому что указание людей, которые... указание крымских татар, как уроженцев Узбекистана, это отдельная история, которая, на мой взгляд, унизительна. И хотя я не могу быть абсолютно уверена, что это делается специально. И вторая история – это про то, чтобы в принципе не признавать за крымчанами право иметь украинское гражданство и априори считать их гражданами России и все. Наримана обвиняют в пропаганде терроризма на основании 2 роликов, размещенных в 2013-2014 году. Как российский суд объясняет свою юрисдикцию по таким делам? Он объясняет обычно тем, что это пролонгированное действие. То есть если это было опубликовано до российской юрисдикции, как они это называют, то, соответственно, это не важно, потому что после оно тоже было опубликовано, когда уже было с точки зрения российских властей противозаконным. Объясняют они это так. 14 мая... Конечно, по логике, не должен помнить, что он опубликовал
Ну, Можно безусловно. сказать. Александра, вот еще информация. 14 мая Наримана вывезли из СИЗО Симферополя. Это в 2018 году было для проведения психиатрической экспертизы. Зачем проводятся психиатрические экспертизы? Слушайте, ну, психиатрические экспертизы, особенно по делам о терроризме, проводятся всем. Они входят в так называемый базовый набор. То есть проверяют, ну, если бы посмотреть на это с точки зрения обычного, нормального законодательства, то очевидно, что если человек что-то такое совершил террористической или экстремистской направленности, то надо проверить, в своем ли он при этом был умен. Ну, это то, откуда эти нормы растут. Но мы понимаем, что это такое дополнительное психологическое давление, потому что любому человеку, особенно знакомому с историей там, диссидентского, татарского движения, понятно, что психиатрическая экспертиза страшна опасностью психиатрических репрессий и пыток психиатрических. На допросе сотрудник ФСБ Александр Кожемяков заявлял, что Мемнеминов якобы собирал возле судебных зданий сторонников организации Хизбут Тахрир. 13 июля 2017 года Нариман уже был привлечен к административной ответственности за участие в несанкционированном митинге, хотя речь шла о том, что он вел видеосъемку и освещал события, события под домом в момент обыска в доме Сидамета Мустафаева. И вот суд, тем не менее, посчитал видеосъемку как участие. Тут сразу вспоминается дело 2015 года, когда в апреле 2015 года был задержан в Крыму телеоператор телеканала АТР якобы за участие в митинге 26 февраля 2014 года под крымским парламентом, но речь шла о том, что человек находился на работе и проводил съемку. Вот почему видеосъемки акций протеста классифицируются судом как участие в этом протесте? Ну, это понятно, что это грубое нарушение всех международных норм и мер защиты журналистов и людей, освещающих события. И я не могу сказать, почему они это делают. Видимо, потому что им так удобно. Но, к сожалению, это российская практика, еще одна российская практика, которая пришла в Крым вместе с Россией. Спасибо, Александра. У нас на связи была Александра Крыленкова, координатор Российского полевого правозащитного центра в Крыму. А мы готовы поговорить со следующим нашим гостем. У нас на связи Кирилл Копейко, заместитель начальника отдела прокуратуры Автономной Республики Крым. Здравствуйте, Кирилл. Добрый вечер. 23 марта 2018 года прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по факту незаконного лишения свободы Наримана Мемнеминова. Тогда в реестр в досудебных расследованиях были внесены сведения о том, что речь идет о незаконном лишении свободы или похищении человека, а также вторая статья — нарушение неприкосновенности жилища. Это Уголовный кодекс Украины. Кто является подозреваемым по этому делу? На даний момент досудове розслідування вказаному кримінальному провадженні триває. На даний момент не повідомлено про підозру жодній з осіб, у зв'язку з тим, що на даний момент ці особи встановлюються. Досудове розслідування триває. Скажите, Кирилл, а когда судебное расследование будет закончено, можно ли ожидать суда по этому делу? Так, звичайно, коли будуть встановлені всі особи, причетні до кримінального правопорушення відносно Нарімана Мемнемінова, кримінальна справа буде обов'язково направлена до суду з обвинувальним висновком. Еще вопрос. Буквально вот сегодня свежая новость из Крыма о том, что была отклонена жалоба на арест гражданского журналиста Османа Арифмеметова. И есть ли причина и повод говорить о том, что в Крыму происходит преследование журналистов, что уже по профессиональному признаку? То есть вот такая категория преступлений рассматривается прокуратурой Автономной Республики Крым? Дана категорія порушень
правопорушень розглядається в рамках кейсу порушення права на справедливе судочинство, коли відмовляють особам у задоволенні їх клопотань, якщо це є незаконним, якщо порушуються права осіб, тоді ми розглядаємо дане питання як порушення права на справедливий суд особи. А как вы собираете материалы по таким делам, находясь удаленно? Достатньо велика кількість матеріалів знаходить своє відображення в кримінальних провадженнях завдяки кропітливій роботі громадських організацій, адвокатів, зв'язку з близькими родичами і таке інше. Кирилл, и еще тогда вопрос. Сколько в прокуратуре Автономной Республики Крым зафиксировано нападений, препятствования работе журналистов в Крыму с начала аннексии? Есть у вас такие данные? На даний момент можу сказати, що дана цифра таких фактів, вона перевищує 20 епізодів такого плану. И по ним тоже ведутся расследования? Так, звичайно, всі порушення прав журналістів вивчаються і за наявності підстав вносяться відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та досліджуються з метою встановлення повних обставин вчинених кримінальних правопорушень. Спасибо большое. У нас в эфире был Кирилл Копейко, заместитель начальника отдела прокуратуры Автономной Республики Крым, а уже к нам готов включиться Сергей Томиленко, глава Национального союза журналистов Украины. Здравствуйте, Сергей. Да, добрый вечер. 12 февраля 2019 года, когда врачи подтвердили у Наримана Мемедиминова диагноз, требующий лечения и срочного хирургического вмешательства, и в ответ на то, что в тот момент произошла задержка, ему не была оказана помощь соответствующая. Национальный союз журналистов Украины выступил с заявлением, в котором, во-первых, призвал, в которых классифицировал происходящее как пытки, и также призвал международные журналистские организации присоединиться к требованию освободить гражданских журналистов, крымских активистов, в частности Наримана Мемедиминова и Сервера Мустафаева. Первый вопрос. Как международные журналистские организации классифицируют гражданских журналистов, работающих в Криму? Головне на сьогодні, що дійсно в нас є міжнародна солідарність і на рівні Європейської федерації журналістів є однозначна підтримка саме громадянських журналістів, які в Криму переслідуються, і відповідно наші зусилля Національної спілки журналістів України, вони підтримані тим, що Генеральний конгрес Європейської федерації журналістів, який відбувався у травні в Талліні, він прийняв якраз спеціальну заяву про солідарність із журналістами, які переслідуються і в Росії, і Росією, і на окупованих територіях. І окремо була акцентована увага саме солідарність із нашими колегами, із Мемедіминовим і іншими громадянськими журналістами, які на сьогодні є фактично єдиним таким джерелом громадянських журналістів, вільної інформації, донесення цієї інформації. Сергей, я знаю, что ваша организация ведет мониторинг нарушения прав журналистов на территории оккупированного Крыма. По вашим данным, сколько есть, каково число нападений на журналистов, отказа, препятствования их работе с момента аннексии? Есть у вас такие цифры? Дійсно, ми ведемо певний такий реєстр, цю інформацію передаємо і в цю прокуратуру Крима, представник якої нещодавно у вас був в ефірі, іншим структурам, але просто фактично оперативне ведення моніторингу вже з моменту анексії, звичайно, що ми його не можемо вести, ми покладаємось на такі ресурси, як і Крим Реалії, на інші медіа. Просто на сьогодні кожен випадок публічного переслідування журналіста, насамперед громадянських журналістів, то, звичайно, ми їх реєструємо і по кожному робимо заяви. Просто фактично найпомітніші
речі, до чого зводиться ці порушення або ці кейси переслідувань журналістів в Криму, то це переслідування Миколи Семени, нашого колеги, до речі, члена Національної спілки журналістів України, і відповідно переслідування кримсько-татарських громадянських журналістів. Інші, здебільшого журналісти-колеги, вони або виїхали вже на підконтрольну Україні територію, або не ведуть свою журналістську діяльність. Відповідно, на сьогодні ми якраз із міжнародними партнерами, то ми якраз навколо кейсу або ситуації переслідування пана Миколи Семени і переслідування громадянських журналістів концентруємось. І загалом ми про це говоримо, що, на жаль, отримати інформацію з Криму в стабільному форматі на сьогодні джерел немає. Водночас ми вітаємо, є певні проекти, коли підтримуються відвідини іноземними журналістами короткотермінові, кількаденні відвідини Криму в спосіб, який відбувається з дотриманням українського законодавства. І от нещодавно були білоруські журналісти, які представляли Білоруську асоціацію журналістів БАШ, і вони теж відвідували Крим, зустрічалися з кримсько-татарськими активістами, зокрема і з адвокатами, які ведуть справи, і це теж певне таке джерело отримання інформації про ситуацію в Криму. Спасибо, Сергей. С нами на связи был Сергей Томиленко, глава Национального союза журналистов Украины. Я напоминаю, что мы говорили в этом блоке о деле, о судебном процессе над Нариманом Медивиновым, гражданским журналистом, крымским активистом, которого в эти дни судят в суде в Ростове-на-Дону за ролики, размещенные в его Ютубе в 2013-2014 году. На этом наш блок интервью закончен, но «Крымский вечер» продолжается. Не переключайтесь. Я приглашу сейчас в студию Елену Римовскую, и мы дальше продолжим говорить о новостях завтрашнего дня. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. «21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать». Крымский вечер с радио Крым Реалии. Вы слушаете радио Крым Реалии. Мы вернулись к вам с новостями будущего. И с нами в студии Елена Римовская, Лариса Волошина, и к нам присоединился Стас Юрченко. Я предлагаю коллеге рассказать о том, что на реконструкцию дворца Ласточкино гнездо объявлен тендер, потому что мы следим за масштабными реконструкциями в Крыму. Так вот, около 80 миллионов рублей получит аннексированный Крым из российского федерального бюджета на подготовку проекта по реставрации дворца Ласточкино гнездо, который сейчас находится в аварийном состоянии. Об этом сообщает Ростендер. Подрядчик должен будет провести противоаварийные работы, а также комплекс ремонтно-восстановительных и реставрационных работ. Заявки на участие в тендере принимаются до 25 июля, и в этот же день конкурсная комиссия объявит победителя. Максимальная стоимость контракта с ним составит 79 миллионов рублей. Как ожидается, проектно-сметная документация будет готова к октябрю 2020 года. Напомним, что в ноябре прошлого года российская главгосэкспертиза одобрила бюджет проекта реконструкции Ласточкиного гнезда. В этом контексте хочется отметить, надеемся, что Ласточкино гнездо не ждет судьба Воронцовского дворца, который сейчас переживает, можно сказать так, реконструкцию. Хуже всего, как по мне, из реконструкции сейчас приходится все же Бахчисараю, но с Ласточкиным гнездом в чем проблема? Оно, вправду, может рухнуть в море. Об этой проблеме говорят уже около года, на самом деле. Ведь Ласточкино гнездо — это, на самом деле,
визитная карточка всего южного берега Крыма. Люди туда приезжают, это то место, которое есть на всех открытках, и проблема в том, что если реконструкция будет проводиться примерно так же, как она проходит сейчас в Ханском дворце, то так как Крым сейсмически активный регион, есть шанс, что оно может обвалиться. В Министерстве при этом культуры Украины в 2015 году еще назвали незаконными действия нынешних властей полуострова в отношении объектов культурного наследия, охраняемыми законами Украины и внесенными в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. В отчете ЮНЕСКО за январь-июнь 2017 года говорится, что работы, проводимые на территории замка Ласточкино гнездо, являются незаконными. Это еще стоит отметить в том разрезе, что после работ, которые были проведены в Ханском дворце, есть очень большой шанс, что его уже никогда не смогут внести в объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. Да, но у нас еще очень много важных новостей, не все из них такие грустные. Ну, почему я здесь, надо понять нашим радиослушателям, потому что у нас есть несколько керченских новостей, и я не мог отдать их вам. Одна из них — это не совсем керченская новость, но на Керченском мосту уложили все рельсы. Инфоцентр «Крымский мост» утверждает, что строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через пролив. Вот что рассказал инфоцентру руководитель подрядной организации Евгений Чибышев. 2 бригады, одна со стороны Тамани, другая со стороны Керчи, двигались навстречу друг другу. Ну и, соответственно, сегодня мы произвели стыковку звеньев именно по центру арки. Мы имеем сегодня 2 именных звена. Одно с названием Тамань, другое с названием Керчь. Но, безусловно, для нас это очередная победа, очередной праздник. В первую очередь для тех людей, которые занимаются строительством железнодорожной составляющей Крымского моста. В инфоцентре уточнили, что мосту еще предстоит выполнить большой комплекс работ, в том числе балансировку щебнем, выправку каждого пути, потом будет установка железнодорожной автоматики, устройств сигнализации, централизации и блокировки. В конце года, уже перед началом эксплуатации моста, будет проведена механическая очистка и шлифовка рельсов. Продолжается монтаж шумозащитных экранов. В ходе прямой линии 20 июня еще этого года президент России Владимир Путин заявил о том, что к концу этого года железная часть Крымского моста должна быть сдана. Давайте в этом контексте напомним, что украинские власти называют строительство Керченского моста незаконным и называют это, в частности, пренебрежением нормами международного права. А еще во время постройки этого моста уничтожили полностью косу Тузлы, из нее сделали дорогу. Что у нас еще есть интересно? Подписчики засыпали в Инстаграм благодарностями бывшего российского губернатора Севастополя. Бывший, вот так бывает, народная любовь. Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников опубликовал в Инстаграм данные о результате своей работы во власти города с 2016 по 2019 год и в ответ получил десятки комментариев с благодарностями за работу. За сутки таких комментариев около 50. Я думаю, многие севастопольцы были удивлены тому, что кто-то в Инстаграме оставил Овсянникову слова благодарности. То есть в Инстаграме, где все оставляют только фотографии. Это очень интересно. Там были, например, такие комментарии, как «Побольше бы таких управленцев, как вы», «Безграничное спасибо вам за колоссальный труд, результатом которого стало достойное преображение города, достойного поклонения», то есть и достойное преображение, и достойное поклонение. Вот я одна не понимаю, за что убрали Дмитрия Владимировича, так задает вопрос, например, пользователь. Интересно, из какого они города, эти комментаторы? Мне на самом деле больше всего в этой новости нравится, вот тут такой есть фрагмент у нас, Дмитрий Овсянников, которого на прошлой неделе отправили в отставку, якобы по собственному его желанию. Он сразу после своего увольнения скрыл в соцсетях все записи о своем руководстве городом. Для комментариев осталась открыта только страница в Инстаграм. Ну, то есть, понимаете, сколько было желающих поблагодарить Овсянникова, что всем 50 людям пришлось прийти в Инстаграме и оставить ему эти комментарии. Ну, вот так попытается он поехать в Европу, его загуглит какой-нибудь европейский плинчик, такой: ага, вы бывший крымский губернатор, севастопольский, нет, не приезжайте, до свидания. Я думаю, все равно это ему не поможет. Скрывай, не скрывай, все равно уже засветился он. Он перевернул эту страницу в своей жизни. Ну, она всегда останется следом у него. А вот после массового отравления детей в Евпаторийском лагере тоже решили перевернуть страницу и торжественно открыли новую смену. Детский лагерь «Лучисты» под Евпаторией, из которого накануне, я напомню, госпитализировали с отравлением 50 воспитанников, продолжает работать. Там открылась новая смена. В этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора лагеря по воспитательной части Рената Каюмова. Цитата. «Сейчас у нас идет торжественное открытие смены. Нас всех столовая продолжает кормить. Все дети на месте. В штатном режиме
проходит смена, которую мы сегодня открываем, и заехали дети. Конец цитаты. По последней информации от подконтрольного Кремлю Минздрава Крыма, количество госпитализированных детей из лагеря Лучисты под Евпаторией увеличилось до 56. Также в лагере открыли изолятор, куда поместили еще 10 детей, у которых легкая степень тяжести вреда здоровью. Честно говоря, я не совсем понимаю, как вот в такой ситуации можно принимать новую группу детей. Ну, наверное, она была запланирована, и решили уже ничего не отменять. Наверное, да. Но есть же родители, Да, которые... деньги уже ну, заплачены, уже что же отказывать-то? Ну, в общем, да. А на набережной Ялты монтируют каток для шоу жены Пескова. Об этом сообщает корреспондент Крым Реалии. Шоу супруги пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова, российской фигуристки Татьяны Навки, называется «Золушка». В процессе установки и конструкции монтажники разобрали часть клумбы с цветами. Это вызвало негативную реакцию ялтинцев. В одной из местных групп, например, в соцсети Facebook, был проведен опрос, нужен ли нам ледовый каток на набережной. В результате за каток Навки проголосовало 10 человек, а против 294. А это, кстати, популярный такой, вид отдыха в Крыму, катание на коньках. Но ведь кататься будет Навка, а все остальные будут смотреть, я так понимаю. Ну да, мне кажется, мне просто интересно, насколько экзотично это для ялтинцев. Факт того, что на набережной будет каток. Ну, для ялтинцев это будет достаточно экзотично, вот, для симферопольцев не очень. Там Владимир Константинов имеет, благодаря своей строительной фирме «Консоль», каток ледовый, то есть в Крыму он есть, это не самое большое удивление, да, Лена Римовская нет. Мы представляем, что такое, не знаю, не только про ролики, но и про коньки. Некоторые даже и катались, вот я не из тех, кто ни разу не стоял на коньках, вот, но для ялтинцев это будет интересный опыт, я думаю. Правда, вот то, что клумбу приведут в порядок, пообещали, конечно же, люди, которые все это монтировали, но непонятно, так ли это будет на самом деле, и сколько простоит каток, не оставят ли его как стационарный, например, чтобы на нем могли кататься туристы, в чем, опять-таки, к сожалению, всегда есть риск. Тем не менее, вот по поводу клумб. На клумбы в Крыму планируется потратить почти 6 миллионов. Об этом российский глава Крыма Сергей Аксенов провел выездное заседание по вопросам Первомайского района. Об этом сообщает первый заместитель министра культуры Крыма Татьяна Минежина, как сообщает корреспондент Вести Крыма. И из бюджета федерального на ремонт 2 домов культуры в Первомайском, только в Первомайском районе, выделено уже 5 миллионов 700 тысяч рублей. То есть в Ялте клумбы разобрали, но где-то в Крыму Первомайском они собрали. появятся. Возможно, это те же самые клумбы. Ничего не бывает, не пропадает бесследно в этом мире. 6 миллионов из воздуха в таком случае это великолепно, когда даже клумбы не нужно на все эти деньги покупать. А еще 65 миллионов потратят на ремонт дорог в том же Первомайском районе. Об этом, по крайней мере, сообщает заместитель министра транспорта Крыма Андрей Ксезонов. Я его процитирую. На данный момент запланированный ремонт 10 объектов. Все объекты уже проверены, также составлены из сметы. Все делается для того, чтобы были отремонтированы дороги. Были перечислены улицы, которые будут восстановлены. Это Садовая в селе Правда, Новая в селе Сусанина, Матвейчука в селе Калинина, улица Ленина в селе Первомайская, улица Героев-Подпольщиков тоже в селе Первомайская. И также будут ремонтированы дороги в поселках Гришина и Октябрьская. Скорее всего, у них просто нет названия этих улиц, поэтому они и не указаны. Ну, а что касается, опять-таки, мы опять говорим про Первомайское. Ликвидировать и сжечь Сергей Аксенов приказал именно таким образом решить мусорную катастрофу в Первомайском. Так он прокомментировал мусорную проблему района и сказал, что, далее цитата, необходимо вывести все стихийные свалки за пределы жилых районов. Район очень сильно засоряется, нельзя допускать последствий, сообщил глава Крыма. И также он отмечает, что нельзя допускать образование новых свалок в Первомайском. А эти, я так понимаю, надо поджечь и засадить потом с цветами. Я так понимаю, в Первомайском прошло выездное заседание, раз только новостей. Судя по всему, это начался тот самый следующий этап админтеррора, который Аксенов анонсировал ранее, когда он приехал сначала по городам, да, и дальше он говорил, что он будет ездить как раз-таки в районы, вот. И, судя по всему, мы наблюдаем один из первых разносов. У нас есть еще несколько новостей, мы не все вам успеем, к сожалению, рассказать. Я не 15 знаю, секунд у тебя для твоей новости из Керчи. Поддельные вина Крыма. Мы пропустим 243 объекта, которые снесут в Ялте. И о том, что задержали, наконец, водителя гидроцикла, который в конце прошлого месяца бросил банан с
людьми и с детьми в открытом море, а расскажем мы вам о чем? О том, что в Керчи на Кулябинском шоссе пропала остановка. Ее забрали, и люди бідкаються, коли ж її повернуть. Это были Радио Крым Реалии.